Раннее утро 6 июля 1943 года. Село Ольховатка, в 80 километрах севернее Курска. К участку обороны 207-го гвардейского полка 70-й гвардейской стрелковой дивизии прорвались немецкие танки генерал-фельдмаршала Вальтера Моделя. До позиции первой батареи 45 миллиметровых противотанковых пушек двигались сразу несколько десятков бронированных машин. Расчет орудия, наводчиком в котором был 20-летний гвардеец-ефрейтор Кузьма Бисеров, открыл по противнику беглый огонь прямой наводкой. Подпуская гитлеровцев на близкое расстояние и умело маневрируя орудиями, наши артиллеристы изматывали наступавших и жгли немецкие танки один за другим. Только за один день наводчик Бисеров подбил 13 вражеских машин, а к исходу 8 июля их количество выросло до 22. С 10 июля, потеряв на северном фланге Курской дуги до 2/3 своих танков, 9-я немецкая армия перешла к обороне. Однако 25 июля на участке 207-го полка враг снова попытался перейти в атаку, и этот бой стал для Кузьмы Бисерова последним. Бисеров, несмотря на ранения, несмотря на то, что артиллерийское орудие было ликвидировано, он продолжил сражение с танковыми соединениями и пытался при помощи винтовки нанести хотя бы какой-то урон наступающим немецким войскам. Способ только один – это выцелиться в смотровую щель внутри танка. Но, к сожалению, немецкий танк произвел наводку гораздо быстрее, и выстрел состоялся раньше, чем Бисеров успел нажать на спусковой крючок винтовки. Уроженец Удмуртии Кузьма Бисеров после окончания школы работал стрелочником на станции Кез Молотовской железной дороги. В 1942 году ушел добровольцем в армию. За количество подбитых танков на Курской дуге гвардии ефрейтору Бисерову было присвоено звание Героя Советского Союза. Посмертно. А 22 уничтоженные им германские бронированные машины считаются рекордом среди артиллеристов-противотанкистов. В боях под Курском именно истребительно-противотанковые части Красной Армии приняли на себя основной удар новейших немецких танков и самоходов. С помощью тяжелых «Тигров», «Пантер» и «Фердинандов» гитлеровское командование собиралось смять оборону наших войск. Однако советские артиллеристы не дрогнули. Всего за 3 первых дня Курской битвы вместе с другими подразделениями они смогли уничтожить более 1500 единиц вражеской бронированной техники. В конце 20-х годов прошлого столетия в руководстве Красной Армии всерьез задумались о необходимости создания средств противотанковой артиллерии. 22 мая 1929 года на заседании Революционного военного совета СССР была утверждена система артиллерийского и пехотного вооружения. В частности, в состав батальонной артиллерии вводилась 37-миллиметровая пехотная противотанковая пушка для борьбы с бронированными машинами противника. Но такое орудие еще только предстояло создать. Поскольку в собственном производстве ничего подходящего не имелось, было решено закупить в Германии опытные образцы немецких противотанковых орудий 1926 года аналогичного калибра. Так у Красной Армии появилась первая арт-система для борьбы с танками, которая была принята на вооружение под наименованием 37-миллиметровая противотанковая пушка образца 1930 года. Однако ее производство осваивалось с большим трудом. В 1932 году орудие подверглось модернизации, получив новый ствол калибра 45 мм и слегка укрепленный лафет. Когда уже накопился опыт эксплуатации этой модернизированной пушки, оказалось, что требуются дальнейшие, причем более глубокие изменения. И вот в образце 1937 года прежде всего была изменена полуавтоматика затвора, и несколько изменены противооткатные устройства. Что касается возможностей этой пушки, то она под углом 60 градусов на дистанции, скажем, 500 метров пробивала броню около 37-40 миллиметров. В принципе, этого хватало для поражения на указанных дальностях большинства танков, имевшихся на тот момент. 45-миллиметровые противотанковые орудия, известные среди наших солдат как «сорокопятки», получили высокую оценку японцев, столкнувшихся с ними во время вооруженного конфликта 1939 года на реке Халхин-Гол. В частности, в ходе боевых действий советскими артиллеристами было подбито 40 танков и 29 бронемашин противника.
Пушка была простым в производстве и недорогим орудием. Это позволило достаточно быстро оснастить части и соединения Красной Армии 45-миллиметровыми орудиями. К 1941 году советские войска были полностью укомплектованы ими по требованиям мобилизационного плана того времени. В артиллерийских подразделениях насчитывалось свыше 7 тысяч противотанковых пушек образца 1937 года и около 7700 образца 1932 года. После этого 45-ки были сняты с производства. После 2 недель боев большая часть этих 45-ок или уничтожена немецкими войсками, или брошена непосредственно в расположение тех войск, которые быстро отступали вглубь Советского Союза. У нас они ни на одном заводе не выпускались. Вот в чем дело. Соответственно, начали отыгрывать назад. И на всех тех заводах, которые могли освоить выпуск 45-миллиметровых орудий, началось их производство. Перед Великой Отечественной войной в Красной Армии каждый стрелковый батальон имел взвод из 2 45-миллиметровых противотанковых пушек. В штате стрелкового полка состояла батарея из 6 таких орудий. Кроме того, в состав стрелковой дивизии входил отдельный дивизион из 18 45-миллиметровых пушек. Таким образом, всего на вооружении дивизии находилось 54 противотанковых орудия. Впрочем, 45-ки на тот момент являлись не единственным средством борьбы с танками. Бронебойные снаряды также были в комплекте дивизионных 76-миллиметровых пушек F-22 и ОСВ, зенитных орудий и полковой артиллерии. 59. О формировании 10 противотанковых артиллерийских бригад резерва главного командования. Каждая бригада должна была иметь на вооружении 48 76-миллиметровых пушек F-22, 48 85-миллиметровых зенитных пушек 52К, также для борьбы с танками, 24 107-миллиметровые пушки М-60 и 16 37-миллиметровых зениток 61К. Эти мощные соединения создавали на 5-6 километрах фронта плотность в 20-25 противотанковых орудий на каждом километре, что было вполне достаточно для локализации прорыва крупных танковых группировок противника. Начинают формировать в каждом военном округе эти самые противотанковые бригады на больших пушках 52К, это значит зенитки неповоротливые, и их успели сформировать 4 штуки в западных военных округах, значит, но была проблема в чем? Не хватало тракторов и автомобилей, и поэтому зачастую эти бригады вступали в бой не там, где они были нужны, они могли быть мобильно переброшены, а там, где располагались. И, в общем-то, не то чтобы эксперимент был признан неудачным, потом будут заново их формировать, но, в общем-то, они особой роли, к несчастью, по остановлению Блицкрига сыграть не могли. Крылатые словечки о том, что современная война ведется, мол, не артиллерией, а танками, являются ошибочными и приносят вред. Средства противотанковой борьбы в вермахте распределялись следующим образом. В каждой пехотной роте было по 3 противотанковых ружья. Пехотный полк имел на вооружении артиллерийскую роту из 12 37-миллиметровых противотанковых пушек ПАК-36. Также в состав пехотной дивизии входил истребительно-противотанковый дивизион, 3 роты по 12 таких орудий. Еще 3 пушки входили в эскадрон тяжелых орудий разведывательного батальона. Итого в дивизии вермахта имелось 75 37-миллиметровых противотанковых пушек. Это орудие на дистанции 500 метров пробивало бронебойным снарядом не наклонную 48-миллиметровую броню, а подкалиберным 55-миллиметровую. Расчет пушки состоял из 5 человек. Впоследствии из-за недостаточной мощности немецкие солдаты прозвали ее «дверным молотком» или «хлопушкой». Еще с 1940 года в германских частях 37-миллиметровые противотанковые пушки начали постепенно заменять на 50-миллиметровые орудия ПАК-38. В некоторых случаях вместо 50-миллиметровых пушек использовались трофейные 47-миллиметровые чешского или французского производства. Уже начало войны с Францией показало то, что во многом все-таки пушки не хватает. Собственно говоря, если мы посмотрим на французскую кампанию, то мы увидим активное использование 88-миллиметровых зениток вермахтом для стрельбы по танкам. И впоследствии это была палочка-выручалочка до середины
войны. В августе 1941 года из состава стрелковых дивизий были выведены отдельные артиллерийские дивизионы и взводы противотанковых пушек из стрелковых батальонов. Из высвободившихся противотанковых орудий и снятых с боевого дежурства в частях ПВО зенитных пушек были сформированы маневренные противотанковые артиллерийские части резерва главного командования. 25 октября 1941 года советские войска занимали оборонительные позиции в районе сел Спас и Рюховское, в 8 километрах южнее Волоколамска. На город наступали немецкие танки группы армий «Центр». Путь противнику преградили 5 батарей 289-го противотанкового полка под командованием майора Николая Ефременко. На наши позиции двигались 60 вражеских танков, которые следовали эшелонами. Бой длился несколько часов. Убедившись, что наши позиции не взять, противник перегруппировался и пустил в обход 15 танков. Советские артиллеристы продолжали сражаться в окружении. Всего в бою под Волоколамском 289-й противотанковый полк майора Ефременко подбил 59 вражеских танков. Но этот успех дался дорогой ценой. Погиб личный состав всей 5-й батареи, а 4-я потеряла 3 орудия вместе с расчетами. Всего в результате оборонительных боев под Москвой 289-м полком было подбито и сожжено 186 немецких танков и разбито 27 вражеских орудий. Битва за Москву наглядно показала, что, в общем-то, то, что у нас есть, мы собираем на одном направлении, эффективно справляемся с противником. Собственно говоря, именно в этом, да, успех. Поэтому начинают формироваться сначала истребительно-противотанковые полки, ИПТАПы, а потом к концу года ИПТАБры, собственно говоря, истребительно-противотанковые бригады. Просто артиллерии и тягачи появились, поэтому можно было эти полки сформировать в бригады. Для борьбы с усиливающейся бронезащитой вражеских танков артиллерийские конструкторы всех воюющих государств стали увеличивать калибр своих орудий и начальную скорость снаряда. Их бронепробиваемость по сравнению с орудиями первого поколения выросла в разы. Начало массового выпуска в СССР новых 76 миллиметровых дивизионных пушек образца 1942 года, известных также как ЗИС-3, позволило вернуть из противотанковых частей в систему ПВО 37 и 85 миллиметровые зенитные пушки. ЗИС-3 стало самым массовым советским артиллерийским орудием, выпускавшимся в годы Великой Отечественной войны – более 48 тысяч экземпляров. Германия в 1942 наладила выпуск своей 75 миллиметровой противотанковой пушки ПАК-40 образца 1940 года. Она была также самой распространенной в вермахте. Их произвели более 20 тысяч штук. Главное различие этих двух орудий было в том, что советская пушка изначально разрабатывалась конструкторами как универсальное полевое орудие. Оно предназначалось для уничтожения живой силы противника, его артиллерии, поражения танков, разрушения укреплений и подавления амбразур дотов. В задачи немецкой пушки входила исключительно борьба с хорошо бронированной техникой противника, поэтому и характеристики у них были разными. 75-миллиметровая немецкая пушка ПАК-40 принята на вооружение буквально накануне вторжения в Советский Союз. Главное достоинство этой пушки была длина ствола порядка 56 калибров и, соответственно, высокая начальная скорость, которая определяла и высокую бронепробиваемость. Ну, скажем, на тех же 500 метров, к которым мы все приводим, бронебойным снарядом она брала броню толщиной 135 миллиметров. Что касается нашей пушки ЗИС-3, она создавалась как замена дивизионных пушек F-22 и F-22 УСВ. При этом главное требование к этой пушке была высокая технологичность при сохранении боевых качеств и при высокой надежности. Бронепробиваемость ее была все-таки поменьше. Скажем, бронебойным снарядом на 500 метрах она брала 70 миллиметров обычной брони. После битвы за Москву в структуре советских вооруженных сил планировалось формирование артиллерийских истребительных бригад и дивизий.
Однако основную роль в борьбе с вражеской бронетехникой по-прежнему продолжали играть отдельные противотанковые артполки. Только за 1942 год на фронт было отправлено свыше 180 полков истребителей танков. 3 марта 1942 года наркомом обороны Иосифом Сталиным был подписан приказ номер 0167, предписывающий провести ревизию во всех родах войск и изъять весь младший и рядовой состав, ранее служивший в артиллерийских частях. После переподготовки эти специалисты составили костяк новых истребительных артполков. Для повышения их боевой готовности и поднятия морального духа 1 июля 1942 года вышел приказ номер 0528 о переименовании противотанковых артиллерийских частей и подразделений в истребительно-противотанковые артиллерийские части и установление преимуществ начальствующему и рядовому составу этих частей. Для артиллеристов-противотанкистов устанавливался специальный нарукавный знак в виде перекрещенных пушек в черном ромбе. К началу 1943 года в составе истребительно-противотанковой артиллерии Красной Армии насчитывалось 2 дивизии, 15 бригад, 168 противотанковых полков, 2 тяжелых противотанковых полка и 1 отдельный дивизион. У них на вооружении были модернизированные 45 миллиметровые пушки образца 1942 года и 76 миллиметровые орудия ЗИС-3. Однако с появлением советским командованием была разработана усовершенствованная система противотанковой обороны. Вместо линейного расположения орудий по переднему краю наши артиллерийские части объединялись в противотанковый район под единым управлением. Сами по себе ПТОПы вписывались в местность, маскировались, были предназначены для ведения круговой обороны, и между собой ПТОПы поддерживали огневую связь. То есть танки противника, наступающие на один ПТОП, неизбежно оказывались под фланкирующим огнем других ПТОПов, что заставляло их нести потери, либо разворачиваться в сторону флангового огня и подставлять свои борта под атакуемого ПТОПа. Тем самым повышалась эффективность обороны. Для таких задач лучше подошли бы самоходные установки, способные вести огонь без предварительного развертывания, совершать маневры и быстро выходить из-под обстрела, а в случае необходимости сопровождать танки в атаке, прикрывая их огнем. У вермахта на вооружении уже была противотанковая самоходка «Панцеръегер-1» с трофейной 47 миллиметровой чехословацкой пушкой, но уже к 1941 году она не отвечала требованиям современной войны. В результате немецкими конструкторами было разработано целое семейство противотанковых самоходок «Мардер». 10 апреля 1942 года из ворот сборочного цеха танкового завода БММ в Праге выехал первый, ставший впоследствии самым массовым в серии, истребитель танков «Мардер-3». «Мардер-3» – это САУ на самоходном лафете. В полуоткрытой рубке была смонтирована пушка ПАК-40. У него были свои плюсы и свои минусы. Главный плюс – это пушка могла быстро передвигаться, но недостаток – она не могла участвовать в противотанковом бою, например, с нашими танками Т-34, потому что, скорее всего, они бы ее танкобронную рубку, открытую сверху, снесли бы несколькими выстрелами. Поэтому шансов больших нет. Летом 1942 года в СССР также была разработана собственная самоходная артиллерийская установка Су-76, вооруженная 76 миллиметровой дивизионной пушкой ЗИС-3. Она производилась на базе советских легких танков Т-60 и Т-70 и предназначалась для непосредственного сопровождения пехоты. Су-76 всех моделей стала самой многочисленной после танка Т-34 боевой бронированной машиной среди выпускавшихся в нашей стране в годы Великой Отечественной войны. Всего более 14 тысяч штук. Советские самоходки Су-76 и немецкие Мардер-3 активно использовались командованием противоборствующих армий во время Курской битвы летом 1943 года. При этом в руководстве Красной Армии хорошо понимали, что для борьбы с новейшими немецкими танками «Тигр» и «Пантера», а также штурмовыми орудиями «Фердинанд»,
имевшими мощную противоснарядную броню, наши легкие Су-76 и даже средние Су-122 подходят мало. Поэтому надежды возлагались на тяжелые 152 миллиметровые самоходно-артиллерийские установки Су-152. Быстро разрабатывали на базе танка КВ САУ, который получил название Су-152. Они опаздывали к началу Курской битвы, не успевали доводить орудия. По делу это гаубица А-19, которую, соответственно, немножко делали и установили в руку танка КВ. Но 152-миллиметровый фугас при попадании в немецкий танк где-то с 1,5 километров превращал танк из бронецели в руины. Достаточно было попасть. Су-152 создавалась как мощное средство разрушения полевых и долговременных бетонных фортификационных сооружений противника. В их задачи также входило ведение стрельбы с закрытых огневых позиций. Во время наступления самоходные установки должны были двигаться позади танков и оказывать им огневую поддержку. Однако их боевое крещение пришлось на стадию оборонительных боев Курского сражения. На Курской дуге, когда немцы массированно применяли танки, в том числе новые танки «Тигр», «Пантера», к борьбе с ними пришлось привлекать все, что есть под рукой. Вот в это время уже под рукой была тяжелая САУ Су-152, вооруженная 152-миллиметровой пушкой-гаубицей. Она была хорошо бронирована и таким образом могла привлекаться к борьбе с тяжелыми танками, буквально, что называется, выезжая на позицию, производя выстрел или несколько выстрелов, после чего отходя. 5 июля 1943 года танковая группировка генерал-фельдмаршала Вальтера Моделя наносит мощный удар в направлении села Ольховатка, севернее Курска. Навстречу ей на рубеж деревень Степь, Подсоборовка выдвинулся 1541-й полк тяжелых самоходок Су-152 под командованием гвардии майора Алексея Санковского, входивший в состав 13-й армии Центрального фронта. В этот же день во время налета вражеской авиации командир полка был серьезно ранен осколком бомбы в грудь. 9 июля, понимая всю тяжесть ситуации на фронте, гвардии майор сбегает из госпиталя и возвращается к своим самоходчикам. В ходе боевых действий экипаж артустановки Су-152 под командованием Санковского только за один день вывел из строя 10 вражеских танков. За мужество и героизм, проявленные в ходе отражения гитлеровского наступления на Курском выступе, командир полка тяжелых самоходок номер 1541 был награжден орденами Отечественной войны первой степени и Красного Знамени. Вот выписка из наградного представления на гвардии майора Алексея Санковского. За период боев с 8 по 18 июля 1943 года полк под непосредственным руководством товарища Санковского уничтожил танков Т-6 «Тигр» 5, средних танков 37, самоходных орудий 10, шестиствольных минометов 2, автомашин с пехотой и горючим 10, более 2 рот пехоты противника. После поражения гитлеровских войск в Курской битве во второй половине 1943 года германское командование было вынуждено перейти к стратегической обороне. В вермахте все сильнее стал ощущаться недостаток мобильных противотанковых средств. Немецкому генералитету стало ясно, что легкие истребители танков Мардер-3 из-за слабого бронирования слишком уязвимы на поле боя. Поэтому возникла острая необходимость в новых самоходках, способных действовать в одних боевых порядках со средними танками. Для этого на шасси танка Т-4 была смонтирована модернизированная самоходно-артиллерийская установка «Штурмгешутц-4». И с декабря 1943-го началось ее серийное производство. Однако эта машина тоже не вполне устраивала германский генеральный штаб. В результате уже в апреле 1944 года немцы запустили в серию среднюю САУ класса истребителей танков Яхтпанцер-4-70 с длинноствольной 75 миллиметровой противотанковой пушкой. Она представляла серьезную угрозу для большинства советских и союзнических танков, так как могла пробивать их броню на дистанции свыше 1,5 километров. Именно незаметность – это один из самых страшных козырей противотанковой САУ, потому что, по воспоминаниям советских танкистов, если вовремя не обнаружить, то главная походная застава танкового батальона выбивается вся полностью.
на начальном этапе боя. Дальше уже, конечно, идет разворачивание танкового батальона, уничтожение противотанковых САУ, но головная походная застава уже погибла. Это, как правило, 2-3 танка. Советские инженеры и конструкторы приступили к разработке собственного полноценного истребителя танков в апреле 1943 года. Опыт применения самоходок Су-122, в том числе в ходе Курской битвы, показал, что для поддержки и сопровождения огнем танков и пехоты они обладают слишком малой скорострельностью – 2 выстрела в минуту. Поэтому в августе 1943 года на конвейер в Свердловске встала новая самоходно-артиллерийская установка Су-85. Она была способна эффективно бороться со средними танками противника на дистанциях более километра и пробивать лобовую броню тяжелых немецких танков «Тигр» и «Пантера» на расстоянии 600-800 метров. Скорострельность ее 85 миллиметрового орудия составляла 6-7 выстрелов в минуту. Су-85 создавалась для того, чтобы сражаться с «Тиграми» на больших дистанциях, именно пробивая немецкую броню. Что такое Су-85? Это пушка Д-5С, так называемая, 85-миллиметровая, которая была установлена в рубке штурмового орудия Су-122, которое уже было налажено. И на заводе УЗТМ пошло серийное производство со второй половины 1943 года. 4 мая 1944 года в артиллерийские части Красной Армии стали поступать новые 100-миллиметровые пылевые пушки БС-3. Уже осенью в 9 с тяжелыми танками «Тигр», «Пантера» и «Королевский Тигр». Также это орудие могло эффективно применяться для стрельбы с закрытых позиций. БС-3 – это венец противотанковой артиллерии, но венец с пометкой, что это военное время. Пушка была тяжелая, таскать ее могли только студебекеры и трактора. Можно было забыть про Виллис или любимые в войсках Додж 3/4. Значит, эта пушка пробивала любой немецкий танк, любую бронецель с 2 километров. Главное было попасть. Она могла бороться эффективно железно-бетонными баррикадами, например. В попытке сдержать стремительное наступление Красной Армии в конце 1944 года в резерве германского командования началось формирование так называемых крепостных противотанковых рот. Их штат предусматривал наличие 12 75-миллиметровых противотанковых пушек ПАК-40, либо 8 ПАК-40 и 4 более мощных орудий ПАК-43 калибра 88 мм. Крепостные роты вооружали всем, что можно было собрать по разным артиллерийским частям. Кроме противотанковых пушек, в них поступило большое количество зениток 88 миллиметровых германских и 85 миллиметровых трофейных советских, а также наших 76 миллиметровых дивизионных пушек. Поскольку тяжелые противотанковые пушки не обладали большой мобильностью, их трудно было быстро утянуть или переместить по полю боя, при их обнаружении по позициям наносился в первую очередь артиллерийский авиационный удар, и если только после этого не было возможности обойти позицию, то да, предпринималась добивающая фронтальная атака. О храбрости, мужестве и самоотверженности советских артиллеристов-истребителей танков до сих пор ходят легенды. Вот только один пример. 23 сентября 1943 года. Район города Ржищево Киевской области. 1850-й истребительно-противотанковый артполк под руководством замкомандира части гвардии капитана Василия Петрова первым в бригаде сходу форсировал реку Днепр и в течение недели удерживал занятый плацдарм, отбивая отчаянные контратаки противника. Там его противотанковая батарея в кратчайшие сроки форсировала реку, развернулась на огневых позициях, отбила несколько атак немецких танков и пехоты, причем атак не только с фронта, но и успели перекатить пушки, отбить атаку с фланга, с тыла. Сам Петров в ходе этих боев получил тяжелое ранение в руки, его считали умершим, и, по сути, отыскали его уже в морге среди тел, готовившихся к захоронению. Тем не менее, капитан Василий Петров все-таки выжил, но потерял обе руки. Его направили на лечение в Москву. За проявленные отвагу и героизм заместителю командира истребительного артполка было присвоено звание Героя Советского Союза. Но история на этом не закончилась. Пройдя реабилитацию в московской клинике, Василий Петров начал подавать рапорты о возвращении на фронт. Ему долго отказывали.
как воевать без рук. Но гвардии капитан воспользовался тем самым приказом Наркома обороны номер 0528 всех противотанкистов возвращать только в свои полки, и добился своего. Вернувшись в свою часть в конце 1944 года, уже гвардии майор Василий Петров дошел со своими боевыми товарищами от Одера до Дрездена. 20 апреля 1945 года его истребительный артполк, отражая атаку 16 немецких танков и батальона пехоты, уничтожил 4 вражеские бронированные машины. А 27 апреля, в самый напряженный период сражения, Петров лично поднял в атаку 1-й батальон 78-го стрелкового полка. И в этот момент гвардии майор получил тяжелые ранения обеих ног. Эти подвиги артиллериста также не остались незамеченными. Спустя 2 месяца после победы Василий Петров был второй раз удостоен звания Героя Советского Союза.